ехали в ППЖ, бежит одна собачка, так быстро убегает, к людей не подпускает к себе. Вот шустро. Друзья, здравствуйте. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Извечный вопрос с бродячими собаками в городе Якутске. В данном городе всегда было очень много собак, которые были выброшены хозяевами на улицу. И, к сожалению, случилась трагическая ситуация. Вы, наверное, уже знаете, что загрызли женщину насмерть и объявили охоту на собак. Если одна особь совершила ошибку, зачем истреблять весь вид? Когда мужчины совершают же насилие над детьми, вы же не истребляете весь род мужской. Люди должны помнить, что собака – это прежде всего друг человека. И помнить одно, что это в прошлом был хищник, дикий волк. Его же приручили. Хоть это в прошлом и волк, но он любит своего хозяина, во-первых. И так жестоко нигде не обращаются с собаками, кроме как Якутска. В прошлом году, на 8 марта, был обнаружен контейнер с убитыми собаками. В этом году море крови по всему городу. Бедные собаки вынуждены передвигаться перебежками от здания к зданию, прятаться в кустах. Я это самолично наблюдал. Собачки, по ходу дела, как на войне. На них объявлена была охота. Со всего города приходили видео, фотографии жестокого обращения с животными. А данные кадры были сделаны в пункте передержки животных, где собак любят и за ними ухаживают. Сколько езжу до ППЖ, первый раз здесь увидел, чтобы посыпали дорогу. Удивительно очень. Обычно здесь не дождешься этого, чтобы посыпана была дорога. Езди как хочешь. Но здесь чуть-чуть посыпали и все. Бежит. Нет, он без бирки, это домашний, да? домашний чей. Убегают собаки. Но одной любовью лишь содержанием бродячих собак не ограничишься. Власти Якутска хотели протащить законопроект об усыплении бродячих собак. Это гораздо проще им, чем содержать. Это вызвало волну негодования и возмущения зоозащитников. Когда волонтеры узнали об этом законопроекте усыпления собак, из Якутска начали вывозить собак, спасать, кто в Москву, кто куда может, но чтобы остались собачки живы. Им и так холодно и голодно в этом ледяном плене. Они все тут узники. Узники, которые не совершили преступления, вынуждены сидеть в узких тесных вольерах. Якутский холод заставляет собак греться друг об друга, сплочаться в этих узеньких клетках. По много очень собак находится в вольерах. Там и наши местные породы есть: лайки, маламуты, хаски, каких только нет. Строятся новые вольеры. Очень-очень много собак. И вот посмотрите в их глаза, как можно его убить, как можно его усыпить. Только лишь спасать. А агрессивных собачек их вам не отдадут, они останутся там на пожизненном содержании. Если вдруг кто-то узнал своих собачек, любимцев, домашних питомцев, пожалуйста, приезжайте, забирайте их оттуда. Не тяните, время уходит. Иначе вы не сможете потом их забрать. Либо они уедут в Москву, либо их усыпят.
одно из двух. Третьего не дано. Только от вас зависит судьба спасения вашего питомца. Хозяева, очнитесь, пожалуйста. Не выбрасывайте своих домашних питомцев, не отпускайте на самовыгул, иначе это приведет очень к печальным последствиям. Вашего питомца невозможно будет спасти. Случаев разных много бывает. Бывает и находят застреленных собак под домами. Но у меня на эту всю картину сердце кровью обливается. Ну как можно выбросить твоего четвероногого друга, который служил тебе верой и правдой? Ведь он тебя не предаст ни при каких обстоятельствах. Он будет с тобой до последнего. Только лишь предательство хозяина заставляет их злиться и огрызаться. Я по себе знаю, у меня есть личные примеры. Даже и агрессивную собаку можно приручить любовью и заботой. Она будет вас слушаться, любить и уважать. Но на это потребуется время. Пусть месяц, пусть год, два. Но она все равно сможет вас полюбить и будет воспринимать вас как лучшего друга. И не будет вас предавать, пока вы ее не выкинете на улицу или не отпустите погулять. Забирайте, пожалуйста, хозяева своих животных. И даже кому-то просто, если понравилась собачка, приходите, забирайте, смотрите, там каждый раз пополняются новыми и новыми собаками. Там очень много разных собак. Время очень ограничено. От вас зависит судьба этих четвероногих друзей. Помогайте, чем можете. Волонтерам. Им это сейчас нужно, чтобы вытащили каждую оттуда собачку. Мэрия сделала в спешке новый приют для животных в районе автодорожного. И до последнего времени туда было очень сложно попасть. Там содержится очень много собак разных пород. И до последнего времени туда не пускали людей. Говорили, что там нет собак. И у людей закрались сомнения, что есть ли там живые собаки. И мы поехали проверять эту информацию, а если там животные содержатся, не содержатся. Потому что по чатам WhatsApp начали рассылать информацию, что всех собак здесь убили. И я приехал 25 января 2022 года, чтобы лично убедиться и проверить информацию, есть ли там в приюте. Оказалось, есть. Все собачки живые, живы-здоровы. Даже попадаются хозяйские собаки, прям с ошейником. Видно, что он когда-то был чей-то песик. Там собак очень много содержится, 5 или 6 рядов клеток. Некоторые пустые, некоторые полные. Есть некоторые по 2, по 3. Я искал собачку, которую мне прислали в WhatsApp. И, к сожалению, я ее здесь не нашел. Поэтому я быстренько отснял для вас материал. Может, кто-то увидит своих домашних питомцев. Приезжайте, забирайте, пожалуйста. И даже просто кому-то, если понравилась собачка, тоже приезжайте, забирайте. Только в ваших руках судьба этих четвероногих домашних животных. Только вы поможете спасти их от неминуемой гибели. Если какая-то из этих собачек вам понравилась, обязательно приезжайте, забирайте. Либо хозяйские чьи-то здесь увидели, тоже приезжайте, забирайте. А иначе их в скором времени могут усыпить. Законопроект примут, скорее всего, и вы можете их больше не увидеть. У меня не на все вольеры хватило памяти. Там еще много очень вольеров, где содержатся домашние питомцы. Там действительно большое количество вольеров. Вот обратите внимание, сколько их тут содержится. Очень-очень много.
Если вдруг кто-то заметил свою собаку, не тяните, пожалуйста, время, забирайте ее. Моя собака отдают без проблем. С вами был Сергей Тихий и красавица Виктория. До скорых встреч. Пока-пока. Обязательно досмотрите этот ролик до конца. Увидимся. Подписка, лайк, колокольчик. Распространение материала обязательно приветствуется. А ты че? Хозяйки тоже. Священника.